Добрый вечер, дорогие друзья! С вами ваш долгожданный и всеми любимый Макс Алунин. Особенный привет, кстати, хочу передать хейтерам всем. Спасибо всем тем, кто меня ненавидит, вы меня только делаете лучше. Итак, окей, давайте перейдем к делу, но чуть-чуть маленького предисловия. Я прошу прощения за то, что меня так долго не было. Все лето я был занят, к сожалению, не отдыхом. Так что не подумайте, что я вас бросил, кинул или вообще ушел никуда. Теперь я возвращаюсь, теперь будет много новых видео. И сегодня же мы начнем с таких кальянов, как Figaro. Предлагаю теперь конкретно перейти к делу. Итак, перед нами две модели кальян Figaro. Это китайское производство, но качество достойное. Об этом, естественно, сейчас подробно расскажу. Итак, это модель Aladdin, вышедшая вторая. Это самая первая модель Helix. У нее усовершенствовали здесь подножку, потому что раньше не вставала подсветка, а сейчас все окей. Давайте разберемся сначала вот с Helix, с первой моделью. Aladdin пока отодвинем подальше. Ну и в принципе, наверное, разберем все косяки и плюсы этого кальяна на этой модели, если что, будем возвращаться к Aladdin. Итак, я хотел бы начать с плюсов, потому что их большинство, точнее минусов, извините. А плюсов на самом деле меньшинство и сугубо мой личный взгляд, поэтому как бы не прошу ничего всех теперь так думать. Я просто расскажу вам, что я думаю о них, именно я думаю. Так вот, мы имеем спиральную шахту, сразу, естественно, напоминает кальян Unicum, разработанный и сделанный уже давно, который ушел непонятно куда, уже перестал быть популярным, так скажем, никто про него уже не помнит и не вспоминает. А Figaro пришел на его место и стал стеклянным. То есть я не знаю, реально, это у них они идеи позаимствовали, или же сами как бы до этого додумались. Но вот мы получаем такую шахту, которая достаточно прикольно, оригинально смотрится. Дальше, по поводу минусов, кстати, да. О чем я хотел поговорить? Сразу скажу, что притирки, вот весь кальян на притирках, они мне очень не нравятся, потому что вот на Aladdin, например, я просто посильнее, я люблю сильно продуть. Но в тот раз, когда я сделал это даже был не сильный раз. Я просто продул кальян и клапан вылетел, и что реально подтверждает еще раз, сейчас продемонстрирую, может так не видно будет, но я вот прокручиваю протирку, я прокручиваю шахту, вот. Она вот до конца там плотно стоит, но она прокручивается, поэтому притирки на самом деле не очень лучшего, не очень хорошего качества. Схожий с темпом, но даже у темпа чуть получше. Дальше, по минусам. Не знаю, многие мои друзья и знакомые говорят, что у этого кальяна шикарная вкусопередача и шикарная дымность. Дымность, естественно, сюда нельзя отнести, это к любому нормальному кальяну относится. А вот насчет вкусопередачи я бы, наверное, либо поспорил, либо вообще бы не согласился, потому что на самом деле перед нами стоит полутораметровый кальян, потому что шахта у него очень большая, если вытянуть, и то есть мы курим тоже даблдекер, просто соединенный в спираль. Вот, соответственно, вкусопередача на самом деле чуть-чуть прихрамывает у высоких кальянов, на мой взгляд. Здесь же, кстати, этого абсолютно незаметно, как ни странно. А по поводу прям вот лучшей вкусопередачи именно, я бы хотел сказать то, что это все-таки стекло, и не то чтобы оно лучше передает вкус, оно просто несколько по-иному передает его. Давайте рассмотрим, может быть, чуть-чуть Aladdin. В принципе, у нас поменялась только колба, подсветка также здесь встает. Я думаю, не стоит даже включать, потому что при таком свете никакого эффекта мы не получим от подсветки как таковой. Пульт похож на артхуковский, и здесь RGB-шные светодиоды. Все то же самое, как и в обычных стеклянных дизайнерских кальянах, то есть все однотипно сделано. Еще по поводу минусов, кстати, тут вот не видно, я постараюсь потом поближе показать, бьется само стекло при вынимании шахты. Вот тут оно уже чуть покоцанное, и это не есть хорошо на самом деле, потому что на темплере я с такими проблемами не встречался, хотя, честно говоря, не так давно вообще в целом работаю со стеклянными кальянами, но эти уже покурил раз 50 и уже представляю, что они как бы имеют свое мнение, сформировавшееся, с которым, собственно, делюсь с вами сейчас. Дальше. Про притирки сказал. Про шахту, как бы, думайте сами, решайте сами, как говорится, но я выразил свое мнение по поводу ее длины.
В принципе, естественно, отличный диаметр шахты, как обычно там внутри диффузор на конце, то есть все по стандарту, все окей. Еще из минусов, ну, наверное, вот мы ставим трубку, если у него, кстати, вот такая прикольная такая мундштук, очень толстый. Да-да-да, вот еще по поводу минусов. Самый большой косяк, на мой взгляд, в этих кальянах, это то, что в этот мундштук не встает ни один одноразовый мундштук. Здесь очень узкий вход, и никакой стороной, ни внутренний он не садится, ни внешний, потому что здесь нет никакой каемочки. Вот. Встают только какие-нибудь длинные под турков, под марпучи мундштуки, но на них разориться можно, они дерьмовые, и портят тягу и все дела. То есть это самый большой косяк, потому что я считаю, что такие кальяны разработаны в большинстве своем с расчетом на заведение, на приятный покур там для гостей. И вот такая штука с одноразовыми штуками меня очень сильно расстроила на самом деле. Ну, шланг, в принципе, не перегибается, если вот только он не слишком близко кальян к вам. Если мы поставим его подальше, то все будет окей. Теперь перейдем к плюсам, но я думаю, это после того, как мы поставим сюда чашечку и посмотрим, как же он курится. Поставили мы чашечку, турецкая глина с коллаудом. Курица все отлично, продувается отлично. Единственное, я после этого раза на самом деле боюсь его продувать. Чашечку только поставили, дым не успел до конца разойтись. И в принципе, что я могу сказать еще? Все отлично. И самый главный его плюс, на мой взгляд, если уж подводя итоги перейти все-таки к плюсам, то это скорее всего его цена, потому что в цену в 6500 входит, в отличие от темпла за 8, от этого ведра, который, надеюсь, и на самом деле уже всем надоел, на мой взгляд. Входит вот такой прекрасный кейс, куда все прекрасно помещается. Опа. Все отлично закрывается. За такой вот штучкой у нас хранится силикон. Все отсюда прекрасно достается, и его, соответственно, очень легко и классно транспортировать. Вот. То есть за 6500 и в такой комплектации это просто самый лучший кальян, я считаю, вне конкуренции своей по ценовой категории. Также, кстати, к нему можно докупить блюдце, ветрозащиту, то есть колпак, плюс еще а-ля стеклянный коллаут, и все это, по-моему, по 500 рублей за каждую вещь. Вот. А также в комплекте входит чашечка, но я ее не буду показывать, потому что она на самом деле дерьмовая. Вот. Я ей советую, естественно, сразу откинуть куда-нибудь в коллекцию, не пользоваться ей и ставить всегда нормальные чашки. Ну а на этом, я думаю, все.